сумбурной конференции. Все-таки информационные технологии дают сбои. Это очень много зависит от электричества. Вот сейчас в центре ВГУ вырубили свет. И, соответственно, здесь сбои и произошли с интернетом в том числе. Но я думаю, что все это процесс решаемый. Мне очень понравилось, сегодня у нас одна секция гораздо позже начала работу, это медицина. Но очень спокойно ребята сидели, ждали, когда мы решим проблемы, и за буквально минуту переместились в другой адрес зума, да. Вот это мне очень понравилось. А мы тут маленько запаниковали, поэтому мы все-таки еще не аборигены, как говорят, цифрового пространства. Но я думаю, тоже мы потихоньку будем учиться. Вот я, например, давно не работала с телефона, но в связи со всеми делами приходится подключиться к вам с телефона. Так, сколько? Все? Хорошо. Так, поэтому продолжаем работу. Наша конференция отличается от других конференций тем, что там не только происходит обмен научными изысканиями, которые вы провели, поделились опытом учебного исследования. Но кроме всего этого мы планируем всевозможные разнообразную образовательную программу, которая позволяет вам расширить свой спектр знаний, пониманий и так далее. Так как вы сейчас находитесь в такой ситуации, вы выбираете жизненный путь дальше, очень многое зависит от того, в какой вуз вы планируете поступить. Очень много зависит, как есть такое понятие террор среды, да? В какой вуз вы попадете, как там будете себя ощущать, это очень важно. Какую профессию вы выберете, потому что сейчас появилось очень много профессий, да, которые не всегда понятны нам, старшему поколению, но зато вы в них очень хорошо разбираетесь. Поэтому я хочу предоставить слово. И появилась такая новая тоже профессия, раньше ее не было, она называется профориентолог, да. Вот Валентина Викторовна прошла обучение, да, и поэтому я хочу предоставить слово Зайгиной Валентине Викторовне, большому другу нашей конференции, нашего движения «Исследователь», чтобы она поговорила с вами о будущем профессиональном выборе. Она сама представит свою работу, поэтому все внимание, пожалуйста, ребята, слушаем. Марина Геннадьевна, вы мне организатора дадите, да? Демонстрация экрана есть у вас. А я уже могу, да? Уже вы можете. Хорошо. Так, дорогие ребята, так, видно презентацию? Видно, ага. Да. Видно. Ну, меня зовут, еще раз Марина Геннадьевна уже представила, в принципе, да, меня зовут Валентина Викторовна Зайганова. Ну, вообще, в первую очередь, я работник управления образования, заместитель начальника по учебной деятельности, да, и в прошлом году я завершила цифровой университет, закончила новых гуманитарных профессий и гибких навыков. Ну, по профессии эксперт, по квалификации эксперт скиллфолио, профориентолог или мастер-эксперт. Ну и самое главное, конечно, это мама 3 детей. У меня старшая дочка учится на 3 курсе, тоже активный был участник конференции Бурятского регионального отделения «Исследователь». Вторая дочка у меня в 11 классе, и есть еще сын в 1 классе. Поэтому мне как бы это все горячо, все актуально. Я не только, получается, как руководитель, там, учитель, но и в первую очередь как родитель, да. Вот. Ну, если нужно найти меня в Инстаграме, вот я, в общем-то, можно кто-то отсканирует, да. Следующее, ребята, я бы хотела сейчас с вами познакомиться, да, ну и попросить вас, вот, хочу вас попросить, вот видно, menti.com, перейти на сайт menti.com, вы можете себе параллельно Zoom он идет, можно в телефоне также набрать menti.com, может быть, кто-то уже делал. Набираете код, и там есть 2 вопроса. Я прошу вас ответить на вопросы. Первое, в каком классе вы учитесь? И второе, хочу узнать ваш запрос на нашу с вами встречу. То есть непосредственно, что бы конкретно вас интересовало. Да? Еще раз, сайт menti.com, вводите код 1478 1990 и 1478 1990, и я сейчас в интерактивном режиме увижу, да, какая у нас аудитория. Вот, кто-то уже проголосовал. В каком классе вы учитесь? Отлично. 2 11-классника, 2 десятых. Так, ну, пока, ну, хорошо, активно. Так, уже 7 человек. Ну, учитывая того, что у нас здесь
30, ну, хотя бы вот 10-15, хотя бы А общий какой какой-то. код? А какой класс? 7-й, 8-й? Вы переходите еще раз на сайт menti.com, вводите код, он запрашивает код 1478 1990. И вот в активном режиме мы уже видим, да, что здесь в данном случае большинство старшие классы, 10, 11. Я переживала, что там будут и 7-й, и 8-й, Марина Геннадьевна говорила. Ну и следующий запрос на встречу. То есть какой запрос у вас? Там 3 графы, надо ввести какой запрос. То есть что вас интересует? Можно по одному слову написать, можно по словосочетанию. То есть там 2 вопроса. Угу. Так, отлично. 9, 10, 11. Замечательно. Хорошо. Вообще аудитории знать надо, как говорится, да? Угу. Так, запрос на нашу встречу. Так, модные профессии, выбор вуза. Еще какие запросы? Там 3 строчки. Уже введите, пожалуйста, чтобы знать. Угу. А можете продиктовать пароль? Да. 1478 1990. Угу. 1478 1990. Угу. Отлично, большинство. Вот старший класс, старшая школа. Угу. Твой запрос на встречу, да, следующий? На следующем также пролистываете. Это, извините, Отлично. я на первый вопрос ответил, а вот на второй не переходит. У меня Не также. переходит. Ну ладно, хорошо. Но в целом, ребята, самое главное вот определить. Ну давайте можем так озвучить, или вы можете написать в чате, чтобы я посмотрела ваш запрос, да. Или, во всяком случае, периодически я буду мониторить, смотреть чат, но хотелось бы, конечно, в первую очередь ответить на ваш запрос. Ну ладно, давайте в целом как бы с аудиторией мы с вами определились. Большинство уже как бы чувствует, что серьезно настроенные ребята, которые уже как бы идут на четко, наверное, уже на поступление, да? Верно? Угу. Так. Да. Ну, давайте пока остановимся. Если есть возможность, включите камеру, давайте, как говорится, поговорим глаза в глаза. Ну, как вы думаете, вы, наверное, все равно так или иначе уже вступили, как говорится, на шаг, да? По профессиональной ориентации, каким образом, что, как ориентируетесь, на что основываетесь, куда собираетесь поступать, как вы думаете? Как можно назначить свой выбор, скажем так? Медицинский. С чего начинаете? Угу. Дорогие ребята, значит, обязательно, да? Кто будет очень активный, у меня есть сюрприз, как бы. Ну, это всегда для нас бонус, особенно на таких хороших встречах. Я думаю, что обязательно учитель должен приходить с каким-то сюрпризом. Поэтому в конце обязательно у меня будет для вас подарок. Ну, самым активным, конечно. Так, ребята, ну как вы думаете, с чего начать выбор профессии? С выбора области, в которой больше всего разбираешься. Хорошо. А каким образом выбрать эту область? Что в душе лежит? Что на душе лежит, отлично. Еще. И определились, что на душе лежит. Пробовать разные сферы и посмотреть то, что тебе больше понравилось. Замечательно. Пробовать разные сферы, да, тоже интересно. Сейчас тоже есть очень модные такие понятия, да, как профессиональные пробы. Пробы, да, слышали такое, да? Ну, есть квесты разные профессионального характера, да. Можно в Иркутске, но в Улан-Удэ вот как бы не могу сказать, но в Иркутске, да, вот мне ближе Иркутск, мы в основном вот тункинские ребята. Кстати, есть здесь у нас тункинские ребята. У нас здесь обычно аршанская школа бывает очень активно. В основном ездит в Иркутск. Так, ну ладно, давайте посмотрим сейчас, что я вам приготовила. Так, ну, цифры, да, в основном 7 класс, 11 класс, да, 10, ну, старшая школа, да. Но чаще всего, да, ребята, в общем-то, можно начать разных практик. Угу. Опять-таки, я вот сейчас вам предложу несколько практик, сколько мы успеем, да. Марина Геннадьевна, у нас по времени сколько мы можем?
Я думаю, где-то полчаса у нас есть. Ну, давайте начнем с первой практики. Это колесо отраслей. Вы можете себе прямо рисовать. Прямо вот, я думаю, что у всех есть листок, ручка. Нарисуйте колесо отраслей. И прямо на каждом колесе вот обозначьте непосредственно. Мгм. Я вот тут хотела. Мгм. Можно прошкалировать, да? То есть образование и развитие. Насколько меня это интересует от уровня 0 до 10 баллов, да? То есть, как правило, ну, это научно доказанное направление. Вообще все направления профессий, какие есть. Обозначьте себе прямо по кругу, поставьте, да? Сейчас, так, меньше, да? Образование и развитие. То есть центр это у нас 0. И вот так тут по мере увеличения солнышка, да? Мгм. Так. Образование, развитие. Первая отрасль игры и развлечения. От 0 до 10 поставьте себе. Юриспруденция, да? Тоже как область профессиональная, да? Финансы. Что значит юриспруденция? Юриспруденция – это Законы юридические, права. да, законы, право, там, Всё. судьи, прокуроры, да? Мгм. Адвокаты. Финансы. То есть это общепринятая, распространенная как бы отрасль, да, финансы. Везде шкалируете, да, от 0 до 10. Ну, понятно, что деньги интересуют всех, но кто хочет конкретно заниматься деньгами, да, то есть непосредственно кто хочет быть банкиром, там, экономистом, бухгалтером, да, каким-то финансовым аналитиком, возможно, да, что-то больше так интересует, скажем так. Реклама и коммерция. От 0 до 10 себе поставили, да. Мгм. Следующее. Ресурсы и энергетика. Ресурсы и энергетика – это значит полезные ископания. Мы, например, да, работа горнодобывающей отрасль, да, возможно, станции, да, атомные электростанции. Сейчас как бы в основном ну, модно, да, газификация. Медицина, здоровье. Следующее, что больше, да, интересует? Производство. Нормально, ребята, видно, да? Да. Управление, бизнес. Информационные технологии. Искусство и экология. Здесь 12 базовых направлений отраслей, да? Колесо отраслей. Мгм. 12 направлений базовых. Везде прошкалировали, да? В центре у нас 0. Мгм. И можно потом, кто завершил, да, соединяете эти паутинку, да, делаете паутинку, какая у вас, смотрите. Здесь как бы будет наглядно, да. Одно дело проговорить и подумать в голове, да, а другое дело уже на базовых отраслях, да, скажем так, поставить себе вот такую вот паутинку, где больше меня интересует, да, то есть как бы сейчас как бы уже вы можете видеть наглядно это, да. Мгм. Наглядно вот такая вот практика. Это, в общем-то, на сегодня то, что у вас, да, то есть у вас взгляд может меняться через полгода, через 5 лет, да, кто-то учится в институте и говорит, к сожалению, мама, это не мое, бывает такое, да, но, тем не менее, конкретно сейчас, в данный момент, это, в общем-то, вы определяете себя, где больше всего все-таки вы себя чувствуете лучше, что больше всего вас интересует, да, то есть как бы это стартовая картинка для того, чтобы начать определять свою будущую, скажем так, профессию, да. Но кроме того, вот эти вот направления дают как бы отзыв в душе, да, то есть душа, насколько это мое, да, вы разговариваете, получается, сейчас вы делаете эту диаграммку, да, но это, в общем-то, внутренний у вас разговор с самим собой, да, насколько мне это нравится, скажем так, да. Где-то у кого-то вообще 0, кто-то где-то, например, в 10 баллов идет, где-то так, не знаю, 5, 6, 7, 8, двоечка, двоечка, где-то может быть, да. Мгм.
Так. Есть какие-то осознания там, как-то общее какое-то видение? Мгм. А что с результатами делать? Результатами, ну, вы пока... Мы сейчас делаем несколько практик. Я думаю, что в самом конце... ну, эти практики все остаются у вас. В общем-то, сейчас мы с вами как бы разбираемся, да, что мы ищем, где свои, как профессиональные, скажем, свою профессиональную область, да? Мгм. Абсолютно с собой. Каждый сам с собой работает. Если есть вопросы, задаете. Будет замечательно, если в ходе нашей с вами встречи у кого-то какие-то будут инсайты, открытия. Это будет вообще здорово. У кого-то будет повод на будущее, да, что-то подумать о чем-то. Вот это, ребята, это абсолютно как бы разговор с вашим умом, да. Кроме того, у нас есть чувства, да, эмоции и так далее. Но сейчас вот конкретно вы просто анализируете те профессии, те отрасли. Возможно, для кого-то какая-то отрасль вообще оказалась незнакомой. Это значит, это повод изучить это, да. Ну, как говорится, Google в помощь, набираете, что такое там ресурсы и энергетика, и вот, в общем-то, расшифровываете. Да, и, возможно, там вот какие-то у вас будут тоже новые идеи. Мгм. Так, ну, по вашим лицам, во всяком случае, я вижу, что большинство завершили, да? Мгм. Завершили, все. Да-да. Хорошо, идем дальше, да? Следующую практику сделаем. Мгм. Так, ну, очень часто, как бы, это вообще самая популярная, наверное, практика у детей, да? То есть, как бы, и, в принципе, это у взрослых тоже, да? В первую очередь вопрос, как заработать на своем интересе или хобби? Мгм. Есть у вас какой-то интерес, хобби? Вот сейчас вот Есть. посмотрите. Ага, вот здесь Рисование. вот колесо, вот, колесо отрасли мы посмотрели, да, в целом что-то общее, какую-то картину для себя получили, да, и вспомнили свое любимое дело. Ну и вопрос, да, тоже практика. 6 способов заработать на своем интересном хобби. То есть вы, когда мы определились с вами с областью, да, непосредственно со своим интересом хобби, кто-то уже и без этого прекрасно хорошо знал, да, я предлагаю вам заполнить такую таблицу. Вот. То есть ваша идея или ваше дело, ваше хобби 6 пунктов. То есть, например, первый пункт, вот здесь внизу пример, видите? Для тех, кто, например, любит машины, да, то есть чинить там и так далее, вообще просто машина. Мое хобби, да, то есть я люблю машины, да, я увлекаюсь, я собираю там, я не знаю, изучаю автомобили и так далее. То есть теперь по 6 направлениям. Что бы я сделал, да, если бы, ну вот, открыл бизнес с машинами, бизнес. То есть первое направление – бизнес и мое хобби. Я бы, наверное, открыл автомастерскую. То есть сейчас мы с вами мечтаем, да, ребята, конкретно по направлению. Выбираете свое хобби, люблю рисовать, да. В плане бизнеса, что бы я сделал, вот я люблю рисовать, что бы я сделал в плане бизнеса? Может быть, да, художественную мастерскую открыла бы, да, там еще что-то. Ребята, понятно же, да? Пишем. В плане бизнеса, что бы я сделал со своим хобби в плане бизнеса? А вот если есть такое хобби, но которое ты бы не считал бизнесом? А какое это хобби, если не секрет? Я люблю читать, и у меня очень много книг. С книгами? То есть ты любишь читать? Мне кажется, с бизнесом читать очень много сейчас, так много. Сейчас очень популярно стало читать уже книжки, прямо вот вы видите прекрасно, очень много магазинов, читай город и так далее, такие большие сети открываются, мега-центры. Мне кажется, можно было и свою точку открыть. Конкретно какие книги любишь читать, например, да? Открыть Фантастика. классика, но пусть у тебя будет интеллект-кафе, например, да? То есть туда, куда приходят, я бы открыла, например, интеллект-кафе, туда, куда приходят, читают книжки, да, ну, входные оплачивают, там, проводят время. Только Таким не образом, классика, а фантастика. фантастика, ну, пусть будет фантастика. Вообще клуб фантастики можно, да, устроить, где любители фантастики будут. И, в общем-то, если туда внедриться, да, не только можно книги на прокат давать, можно еще и вообще
какой-то квест устраивать в своем этом клубе, да, скажем. Мгм. Развивайте тему. У вас как бы намного должно быть. Вы же как бы мечтатели, дети, вот вообще. Самое главное, даже не то чтобы детям, вообще всем, каждому взрослому нужно бесконечно много мечтать. И я думаю, что вы много историй читали интересных, известных людей, начиная со Стива Джобса, да. Он все время мечтал, чтобы его телефон, ну, то есть его какое-то устройство, да, откуда появились вот эти вот наши мини-планшеты, там какие-то айпады, да, он всегда мечтал, что компьютер должен быть легкий, он должен его трогать, да, то есть, а раньше, в его 80-е годы, когда он начинал свою деятельность, да, компьютер был огромный на всю стену, его не то, что там унести одной рукой, там, в сумочку положить, вообще это было нереально. То есть он мечтал, да, это его любимое дело, да, компьютер, он мечтал, чтобы компьютер был легким, да, они сделали там, ну, системный блок отдельно, там, монитор отдельно, он как бы еще дальше продолжал мечтать, и в конце концов мечтал, а можно ли вообще, ну вот они сделали ноутбуки, да, как они, Apple буки, да, после этого он предложил, а мы можем вообще просто, даже не печатая, а пальчиком, это были все как бы, это было все его как бы мечты, поэтому если бы я, ну, вы себе говорите, да, если я помечтаю, что и мое хобби, что будет в плане бизнеса, да, я открою там что-то, да, в плане творчества мечтаем, да, следующая область. То есть я заведу автоблог там, у меня будет страничка там или сообщество ВКонтакте, в Инстаграме, я буду писать, я буду записывать рилсы, да, в ТикТоке. То есть это уже творчество. Через рилс, через вот эти вот все творческие какие-то, ну, маленькие ролики тоже к вам будут приходить люди, а люди это, соответственно, для будущего ваши покупатели, они опять к вам уйдут в бизнес, правильно? Мгм. То есть вы мечтаете, ребята, вот сейчас мечтаете, да? Мгм. Дальше практическая деятельность. Практическая деятельность. Ну ладно, пусть я пока не бизнесмен, да, то есть в первую очередь, что я могу сделать сейчас со своим любимым хобби, да? В первую очередь, ну, допустим, я могу что? Ну, Собирать, мгм. развивать. Собирать, развивать. Да, собирать, развивать. Я могу быть даже тьютором, там, не знаю, помощником, там, где-то кому-то, консультантом по книгам, например, да, тоже. Тоже замечательно, как бы для начинающих фантазеров, да, фантастов, скажем так. Например, для родителей, да, интересно, наверное, своему ребенку, там, репетиторов, да, пусть будет, ну, то есть здесь можно вообще бесконечно мечтать, да. Потом в плане науки и исследований, это тоже, ребята, самые популярные 6 блоков, да, для моего любимого дела. То есть я развиваю, я пишу науку исследовать. Пример, исследовать автомобильный рынок. Ну, это если мы в примере мы видим автомобилиста, да. То есть в плане науки что я могу делать? Я начинаю с того, что там исследовать мир фантастики. Я вообще могу просто писать книги, как говорится, да? Мгм. Я так много прочитала, ну, у меня вообще другой мир. Как бы каждый писатель представляет свой мир, а в комплексе я прочитала там 10 писателей, там, у меня там есть популярные, в моей голове сложился совершенно другой мир, как бы, да? В моем мире, как говорится, может и тот, как говорится, ну, грубо говоря, и Незнайка встречаться с королем Севера, да, и так далее. То есть, как бы, и тоже прямо просто фантазируйте, ребята, мечтайте, да, вот здесь еще раз вам говорю, популярное направление моего хобби, да, общественно-политической деятельности, будучи, да, каким-то вот художником, да, естественно, я могу устраивать выставки, да, даже, смотрите, автомеханик тоже может устраивать выставки, это не обязательно выставки машин, могут быть выставки уникальных деталей, да, выставки там, не знаю, каких-то, все, что вы делаете, ребята, все, что вы делаете, это уникально, даже вот ваша ручка, да, она тоже, ваша ручка, она тоже уникальна, потому что сверху никто так не подгрызает, например, да, и так далее. То есть, смотрите, все, что есть, это все уникально. Поэтому надо просто мечтать и верить в свое любимое дело. Да? Ну и самое популярное, скажем так, да, самое надежное во все времена, там, 10 веков назад были, скажем так, учителя, да, и вообще говорят, в профессии учителя это самое
учителей вообще, в принципе, это всегда всех во все времена надо было учить. Ну и вот в плане направления преподавания. Вот я, будучи, например, механиком, что я могу делать? Я просто элементарно могу обучать, да? То есть давать частные часы, да, часы для тех, кто собирается сдавать на права, например, да? И таким образом вы тоже можете свое что-то там в своем ключе своего хобби написать. Мгм. Так, ну понятная практика, нормально пишете? Мгм. В этом деле, ребята, фантазируйте просто. Вообще не ограничивайте себя никакими вот страхами, да, скажем так. Ничего не бойтесь, вы просто сидите сейчас наедине с самим собой и фантазируете. М? Фантазируйте. Мгм. Мгм. Так, есть практика? Так. Значит, бизнес, творчество, практическая деятельность, наука, исследование, общественно-политическая деятельность, да, преподавание. То есть, вплоть до стану депутатом по совета по общественным там делам в автомобильном там бизнесе, еще что-то. То есть как бы здесь вообще можно хоть стану главой района там республики и так далее, да, то есть вообще только так. Спасибо тем, кто включили камеры, мне очень приятно видеть вашу рабочую деятельность. Мгм. Здорово. Так, ну, теперь вот сейчас я презентацию. Включила, видно? Мгм. Вот, ребят, смотрите, сначала, сейчас мы с вами достаточно нормально, да, завершили предыдущую практику? Да-да. Теперь смотрите, ребята, вот оранжевый кружочек мы с вами помечтали, да? Мы определились с вами со своей областью, да, свое хобби, да, вспомнили, что нам больше нравится, да, что нам больше импонирует, да, где мы больше себя чувствуем получше, да, помечтали. Мгм. А теперь, ребята, смотрите, берете вот эти вот конкретные, то, что вы расписали свои мечты, да, то есть я буду там, я открою там клуб читателей или еще что-то, да. Следующий этап, ребята, это планируете. Прямо планируете так, как будто вы действительно откроете этот клуб. Прямо пишите. То есть мы сейчас с вами действительно как бы прямо работаем, да. И для каждой вот этой вот, для каждого пункта, там у нас было 6 пунктов, да, мы планируем. А план – это не только мероприятие, да, это в первую очередь, через сколько я открою клуб, да, через сколько я стану там или куплю себе там, ну, машину, там еще что-то, да, то есть вы конкретно следующий пункт, ребята, под мечтой вы ставите план, когда вы это достигнете. То есть сейчас прямо помечтайте через 10 лет, через 15, да, нормально, через 20 лет. То есть, и самое главное в этом моменте, когда мы планируем, ребята, это адекватные даты. То есть это не через полгода, не через месяц и не через 5 лет у меня все будет шикарная вилла там и все такое, да. Но если вы попадете очень-очень близко и вам действительно повезет, то, конечно, через 5 лет и через 3 года можно развить свой блог, да, и действительно, может быть, у вас будет очень-очень много подписчиков, что вы можете себе позволить виллу на море, скажем так, да. Сейчас попробуйте к каждой своей мечте, которую мы с вами проработали, 6 областей, да,
составить план. То есть конкретную дату и что, какие-то мероприятия к этому, да, то есть, наверное, я должен выучиться, да, наверное, я должен, ну, хотя бы пройти какие-то курсы финансовые, там, не знаю, еще что-то, да, то есть вы примерно, ребята, сейчас интуитивно должны накидать, представить, когда я могу прийти к этой цели. Да, то есть я могу прийти к этой цели. Когда я могу прийти к этой цели, да. Ну и следующий, вот, смотрите, кружочек уже желтый, да. Вы видите, где мне нужно учиться, где мне нужно учиться, да. В каком примерно вузе я должен учиться. Или сразу пойду просто на курсы, например, кто-то очень сильно любит стряпать торты. Просто дома стряпать, и все говорят, о, классно ты стряпаешь, вкусно у тебя получается. С душой там, у тебя такая душевная пицца там или пирожки, да. То есть я должен, наверное, сходить на курсы, да, на курсы какие-то, да, можно. Сейчас очень много же разных курсов. Вы пишете, да. То есть распишите план, да, и теперь подбираем вуз. Ну, любое учебное заведение, пусть это будет среднее учебное заведение, да. Мы выбираем вуз. У нас есть практика, выбор вуза. Так, ну, это вот у меня, я сейчас вот открыла онлайн свой кабинет Skillfolio, да, здесь очень-очень много разных практик. Ну, просто я здесь сразу не открыла, потому что хотела посмотреть нашу аудиторию, да. Так, у меня здесь выбор вуза есть. Практика. Сейчас я найду, вы пока пишите. Выбор вуза. Такая вот практика, видно ее? Критерий выбора учебного заведения. Критерий выбора учебного заведения. Ну, это, как правило, уже непосредственно, когда вы когда будете иметь средний балл ЕГЭ и так далее, да, то есть это как бы попозже, больше практика для летнего периода, да, то есть вам здесь нужно будет учесть, есть ли общежитие и так далее, то есть что нужно делать до этого? В первую очередь, ребята, вы смотрите, значит, примерно свою профессию где-то, да, свою профессию. По профессии, ну, есть очень много, бесконечное количество сейчас сайтов, да, платные есть, бесплатные, поступи онлайн, навигатор, там, поступление и так далее, да, то есть на этом сайте примерную профессию выбираете, и после этого, ну, или просто набираете калькулятор ЕГЭ, какие ЕГЭ планируете сдать, ну, и средние баллы поставьте, которые выносите адекватно, пока ставите, например, математика профильная, там, 60 баллов, русский язык 80 баллов, там, физика может быть там 60 баллов. То есть вы адекватно поставили те предметы, которые вы выбрали, да, ЕГЭ, те предметы, которые выбрали, и после этого навигатор вам предложит конкретное направление специальности и даже предложит вам вузы. Как выбрать вуз? В первую очередь, конечно, здесь важно с родителями обговаривать, да, какой это будет город, уезжаете вы за пределы родного города или нет, остаетесь, да. Конечно, здесь в первую очередь вот это можно принять решение, конечно, только, наверное, все-таки с родителями. Выбор города, да, где конкретно. После этого вы смотрите вероятность поступления, да, в принципе, сейчас достаточно тоже, опять-таки, много сайтов, да, на тех же самых сайтах навигатор, поступи онлайн, да, есть предложения разных вузов, разных городов по средним баллам, по рейтингу, по разным, в общем, параметрам. Выбираете себе вуз, смотрите обязательно, да, ну, как бы, если вы все-таки иногородние, если вы не остаетесь в Улан-Удэ, да, в Улан-Удэ, в принципе, у нас тоже очень достаточно есть хорошее предложение. Я сама являюсь выпускницей Брянского государственного университета, получила там 2 образования.
Я, в принципе, тоже очень даже люблю этот университет. Но, тем не менее, смотрите, если вы вдруг уезжаете в другой город, вы смотрите, конечно, приоритеты общежития, да, все-таки в общежитии студенту это большая поддержка родителям. Ну, или, возможно, для вас будет приоритет военной кафедры. То есть это отсрочка. Потому что есть вузы, внимание, да, ребят, есть вузы, которые не дают отсрочку от армии. Поэтому военная кафедра обязательным критерием для вас бывает, наверное, да. И таким вот образом вы также выбираете свой будущий вуз. Ну, или среднее учебное заведение, без разницы. Самое главное, ребята, идем по наитию своей души, да? Помните? Мгм. По поиску своей души. Кстати, вы видели мультфильм, да, «Душа» современный? Это Оскара 2020 года, мультипликационная композиция, да, скажем так. Там буквально, по-моему, 1:20 идет. Очень интересно, в интернете доступно бесплатно. В принципе, это погуглить, найти. Обязательно советую посмотреть фильм. Вообще, это мультик, но на самом деле это взрослый мультик. Мгм. Да, я видел, например, вот очень классный фильм. Ну, мультфильм, вернее. Хорошо, да, классный фильм, поэтому, ребята, вот самое главное сейчас, как бы еще тем более в квантовом мире, сейчас у нас все процессы совершенно другие, там раньше, если говорили, там троечники, там им везет еще что-то, сейчас совсем все по-другому. Причем все наши мечты, они очень быстро выполняются, да, вот сейчас вы записали, обязательно, пожалуйста, не потеряйте этот листочек, и дай бог, это у вас будет тетрадка. Через 5-10 лет случайно найдете, вам будет очень интересно. Вот сейчас вы конкретно в данный момент, как говорится, вот у вас прошел психологический такой, как сказать, атака, да, от своего, у вас мозг, мало того, что он подумал, он у вас еще рукой записал. То есть вы, получается, не просто подумали, вы еще и записали. То есть у вас постепенно он перестроится и будет вот к этому моменту вас вести. Мгм. Так, хорошо. А, Если вы выбрали направление, где учиться, да, вот сейчас я вернусь к нашей той презентации, проговорю ее быстренько. Так, значит, мечтаем, планируем, учимся. Причем, ребята, самое главное здесь тоже, да, оговорка, учиться нужно все время, всю жизнь. Чем больше учитесь, да, вот Далай-Ламе 87 лет, да, он до сих пор что-то новое находит и все время учит, изучает, да. От этого у вас мозг будет очень активным и, как вам сказать, вы будете вечно молодые, у вас будет очень много идей, и там, где много идей, ребята, всегда много денег. Поэтому учиться нужно постоянно, то есть вы прямо не расслабляетесь, что вы 11 класс закончите, поступите, 5 лет вы учитесь, и все. Нет. Нужно постоянно какие-то что-то искать, быть в поиске, да, от этого будет, ну, вам поверьте, хорошо всем вокруг. Так, ну и следующий, смотрите, если вас как бы поиск вуза, конечно, где-то в какой-то момент нас где-то как это штормит, откидывает, мы расстраиваемся, где-то что-то не получается. Найдите людей, да, которые будут для вас примером. Это может быть ваша мама, это может быть ваш дядя, это может быть ваш брат, а это может быть вообще Стив Джобс, там, совершенно незнакомые люди, но какие-то легенды, которые будут вас вдохновлять. Это очень важно, ребята. Особенно сейчас в мире информационном обязательно очень доступны вот эти Инстаграм, всякие блогеры и так далее, да. То есть если мне интересно образование или психология, да, я прямо набираю хэштег «психология там, личности» и прямо по хэштегу смотрю популярные блогеры. Зашел, посмотрел, несколько там недель понаблюдал за историями. Если этот человек мне запал, да, как говорится, если он мне интересен, то я прям за ним как бы наблюдаю. Если он меня вдохновляет, как говорится сейчас модно, да, если внутри меня откликается, то я продолжаю за ним наблюдать. То есть обязательно, ребята, вам нужно найти людей, живые примеры. У кого-то есть вот, не знаю, там, может быть, одноклассник есть какой-то живой пример, в школе какие-то живые примеры интересные, да, у кого удивительная судьба, если Стив Джобс, как говорится, это очень далеко, да, еще что-то. То есть вы найдите свои примеры и прямо идите к ним. Прямо идите к ним. А почему? Потому что Это это люди, обязательно во-первых, должны быть живые люди. ну, можно и не живые, то есть это любой, ну, Стив Джобс, его уже нет. Но, тем не менее, о нем до сих пор говорит весь мир. Это не обязательно должен быть. То есть у меня, например, живой пример – это моя бабушка. Бабушка мою уже давно нет, она еще в 91 году умерла, но 10 лет она меня воспитывала, все ее слова, все ее мудрости, да, вот эти вот, они до сих пор со мной, и это мой пример.
Она воспитала 10 детей в послевоенное время, без дедушки, и всем детям дала высшее образование. Для меня это вообще живой пример, действительно мудрая женщина. Поэтому здесь нет, ребята. Ну, вот находите, чем больше людей интересных найдете, да, я говорю сейчас все открыто. Поэтому обязательно, особенно вот когда вы теряете ориентир, когда нет вдохновения, посмотрите, сидите там, ищите. Это, ну, я думаю, что вот это вот телефоны, компьютеры это уже стали нашим как бы уже вторым другом, да, поэтому давайте этого друга используем по максимуму в позитивном ключе, да, и идем. Целим, да, некоторые блогеры в 15 лет начинают зарабатывать, можно и на этого блогера подписаться и узнать, как же он начал уже зарабатывать, да, то есть по его примеру тоже можно вдохновиться и начать что-то у него брать. Мгм. Ну, кроме того, что брать, конечно, обязательно закон баланса, да, не только брать, нужно еще самим транслировать, да, соответственно. Ну, это уже другая тема, но немножко, да. Ну и самое главное, ребята, смотрите, среда. Прямо среда, это значит то место, то окружение, да, оно должно быть для вас как развивающим, да. Сейчас вы все здесь собрались на вот такой вот хорошей конференции, да, это уже вы меняете свою среду. То есть сейчас вы здесь собрались, даже если в онлайне, да, но вы даже свои секции послушали примерно своих ровесников. Где-то что-то за сегодняшний день, я думаю, так или иначе вы сегодня выросли. Многие из вас скажут, хорошо, что я сегодня не пошел в школу, а участвовал в этой конференции. То есть, ребята, посмотрите, мы сегодня, вот этим днем, поменяли свою среду одним днем и уже на шаг выросли. Периодически тоже Далай-Лама говорит, да, мало того, что нужно все время учиться, он говорил, да, ну, вообще считается, что знание – это самое единственное то, что никто у вас никогда не украдет, поэтому всегда учиться, он говорит, да. И второе, в общем-то, я думаю, тоже популярное выражение, да, раз в год обязательно нужно быть в том месте, где не был вообще. Каждый год нужно быть. Это не обязательно улетать в Австралию или в Англию, да. То есть можно прекрасные места и вокруг своего города съездить. Да? Вот я, например, до сих пор не была на ставке Чингисхана. Я не была там еще где-то, вот я все мечтаю съездить. Вот, но в октябре я съездила в Датсан, в Яравну. Для меня это было вообще тоже открытие. То есть каждый год, ребята, и прямо ориентируйтесь, что все время нужно периодически менять свою среду. Вот у нас у Марины Геннадьевны, по-моему, в марте или в феврале, да, по-моему, конференция Вернадского, да, это тоже новая среда, ребята, поэтому участвуйте во всех таких вот конференциях. Я не знаю, позволит это сейчас наше как бы ковидное время или нет, но было здорово, когда детей вывозили в Москву. Вот моей старшей дочке очень повезло, вот мы ездили на разные конференции, все время там вот, ну, сейчас вторая дочка у меня в 11 классе, но тем не менее мы дистанционно тоже везде участвуем. Ну, то есть, еще раз, да, ребята, смотрите, мечтаем, 5 пунктов, да, мечтаем, планируем, учимся, находим людей, примеры какие-то, да, которые нас заражают. Ну и периодически меняем среду. Периодически меняем среду. И по времени, Марина Геннадьевна, как у меня есть еще время на какие-то практики? Если Марина Геннадьевна не перебивает. Я думаю, Ну, давайте минут 5 еще. Еще минут 5, да? Ну, завершающие. Минут 5. Все, и завершайте. Ага. Хорошо, хорошо. Ну, хорошо, ребята, смотрите, еще такой момент, очень-очень, как скажем так, для меня тоже очень главный. Он вообще не только в выборе вуза, да, куда поступать, куда идти после 9 со школы уходить или нет. Обязательно, когда вы делаете выбор, пропишите минимум 4 развития пути, то есть 4 развития. И 5-й пусть останется такой вот, как это говорят, божественный путь, стихийный путь или путь обстоятельства, да, то есть первый путь, например, после 11 класса. Я хорошо сдаю ЕГЭ, поступаю там туда-то, туда-то. Второй путь, какой может быть, ребят? Второй путь развития, то есть моего события. Какой может быть? Ну, давайте озвучим. Ничего не получается, уходишь в свое хобби. Ничего не получаешься, уходит в свое хобби. Это вообще замечательно. Хорошо. Это, видите, ребята, когда вы вот это все проговариваете, хорошо, это уже психологически комфортно, вы идете на экзамен. Это не значит, что вы там, у вас ничего не получится. Это значит, что у вас всегда есть запасные пути.
И тогда вы будете психологически спокойно, как говорится, можете сконцентрироваться на своем экзамене, да, спокойно написать все, что вы собрали за 11 лет, как говорится, да, прекрасно понимая, что всегда у вас есть разные пути развития, да. Мгм. Ну, давайте, кто еще проговорит третий путь? Здравствуйте. Мгм. Ну, я думаю, ну, я столкнулась с этим вопросом, и я думаю, многие тоже сталкивались с ним, но мне бы хотелось спросить, ну, мы сегодня узнали о том, как, что нужно выбирать то, что тебе нравится, нужно всегда распределять это наперед и так далее, но все-таки мне бы хотелось, я не знаю, получить какие-то наводящие справки, что ли, потому что иногда перед выбором ты не знаешь, что выбрать, и ты хочешь, чтобы этот выбор тебе принес, ну, только хорошего, но это не всегда получается, и что делать в таких ситуациях, я даже не знаю. Анна, все-таки тебе нужно, наверное, больше такое, ну, мнение третьей стороны, да, то есть как бы посоветоваться и Да, плюсы и минусы, да, собрать, то есть конкретные ситуации, плюсы и минусы, но я думаю, что в первую очередь ты можешь поговорить со своими родителями, и третья сторона это может быть тот человек, который больше так бы владеет в этой области, например, да. То есть если ты думаешь, что идти ли в медицину, да, соответственно, нужно найти из знакомых или родственников врача, например, да, и поговорить с ним, стоит ли быть врачом, да, и так далее. Или есть, ну, в общем-то, индивидуальная консультация профориентолога, там, еще что-то, да, то есть можно разных моментов непосредственно индивидуально проговорить все это, если прямо очень, например, действительно нужно мнение третьей стороны. Мгм. Наверное, так. хорошо, спасибо. Мгм. Ну, давайте, ребята, значит, мы сдаем ЕГЭ, да, либо мы уходим просто не сдаем случайно там или еще что-то. Еще какие могут быть варианты развития событий? Ну, может быть такое, то, что я поступила в тот вуз, который хотела там, например, с детства, но вдруг я понимаю, что это не мое, что это вообще мне не нравится, не идет, и тогда я, конечно же, сменю все, потому что я предпочитаю больше, ну, я хочу работать на любимой работе, на которой я буду ходить каждый день с улыбкой на лице, а не с мучением. Хорошо. Поэтому, Я хочу я хочу получать сказать, что удовольствие и нужно не получать за это бояться деньги. меня. Да. Ну, Замечательно. я хочу сказать, что даже если что-то не получилось, ну, нужно не бояться перестраивать по-новому все. Мгм. Согласны, ребята? Ну, давайте сейчас уже непосредственно вопрос-ответ. Ага. Ну, то есть, смотрите, самое главное, ребята, понимать, что это вот тот путь, который вы сейчас проходите, это всего лишь один из, да, то есть результат ЕГЭ там и еще что-то, да, выбор конкретного вуза, это, как говорится, не последнее ваше решение, да? Это один из развитий вашей судьбы, скажем так, да, а нужно идти куда? А, Я вам, ребята, мне уже 40 лет, поэтому поверьте, я до сих пор иду к своей мечте. Поэтому у вас все только начинается, это же точно. А какая у вас Я мечта, тоже, кстати. если не секрет? Что? Какая у вас мечта, если не секрет? Моя мечта жить на море. Вообще, мне нравится зима, но столько одежды, начиная с замены колес. Вау, какая классная мечта. Мгм. Да. Так, ребята, еще, пожалуйста, какие вопросы есть? Мгм. Я думаю, что это только начало вашего знакомства вот с такими явлениями, с такими ощущениями, потому что это очень... А что такое? Марина, я тут быстренько добавлю, ребята, я вам обещала сюрприз, да, как говорится. Давайте так, кто самый активный, в принципе, это как бы времени оказалось мало, мне казалось, вначале было много, а сейчас мало. Всех отметить не успела, я думаю, что многие из вас сделали практики. Давайте так, вы находите меня в Инстаграме, добавляетесь там в друзья, да, или подписку, как вы делаете, и напишите мне сообщением, что вы там хотите подарок. Хотите подарок, и я вам отправлю ссылку на тестирование на платформе Skillfolio. Хорошо?
Это тестирование, в общем-то, определение вашего психотипа, если вообще хотите. Ну, в целом это очень интересное дело. Я думаю, что когда дают, надо брать. Так, я так думаю, что вы просто зайдете в Инстаграм Валентины Викторовны и напишите «Подарок НДР 2022». Давайте. НДР 2022 будет кодовое слово «Подарок НДР 2022». И Валентина Викторовна вам скинет ссылочки, вы пройдете, и это будет лишний еще момент подумать, обсудить, что-то все вы хотите. Потому что выбор профессии – это очень сложное. И вот сейчас очень много технологий разных появляется. И поэтому, если что, в Инстаграме Валентины Викторовны вы можете воспользоваться тем или иным советом, моментом и поговорить, потому что иногда, может быть, с мамой, с папой не получается, а человек, который третье лицо, оно может более подробно рассказать вам тоже, что идет впереди. И поэтому я очень рада, что вы подключились, слушайте с нами, работайте. Поэтому спасибо большое, девушки, мальчики. Продолжаем работу дальше. Спасибо. 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 Валентина Викторовна, мы вас Спасибо. будем приглашать. Мне очень понравилось. Спасибо. Мгм. Спасибо. Я с новых позиций смотрю на ряд явлений, вещей, потому что вот Валентина Викторовна говорит, что она молодая и еще к мечте идет, а мы уже пенсионеры, и тоже нам хочется чего-то. Ну, Марина И Геннадьевна. и учимся бесконечно. Да, и учимся Далай-лама бесконечно. 87 лет до сих пор мечтает. Кстати, у него тоже Да, есть страница. Да, поэтому надо мечтать, коллеги. Но для мечты нужно делать шаги, чтобы она реализовалась. Кстати, Это есть, очень есть тоже такое такой- выражение, да. Если ты перестал мечтать, значит, ты уже все. Уже состарился. А я сейчас пишу, чтобы были мечты и были шаги для реализации. Поэтому у вас все впереди, дорогие мои друзья. Так, двигаемся дальше. У нас Спасибо. Спасибо, Валентина Викторовна. До новых встреч, до связи. Мы вам сделали Спасибо рекламу. большое. Мгм. свидания. Спасибо, ребята говорят большое. Спасибо, Анжелика. До свидания. Так, наш Zoom позволяет переместиться обратно в город Улан-Удэ. Слово предоставляется Сажиде Растамовне Баталовой, члену Совета Ассамблеи народов России, председателю Ассоциации народов Бурятии, председателю региональной национальной культурной автономии татар-бурят и по совместителю директор Дома дружбы, который вот у нас здесь в городе отмечал десятилетие в этом году, да? Поэтому Сажида Растамовна расскажет вам о всех мероприятиях, которые они проводят в связи с годом культурному наследию народов Российской Федерации. Вы знаете, что Путин Владимир Владимирович, наш президент, 2022 год объявил годом культурного наследия народов Российской Федерации. Поэтому надо тоже воспользоваться, потому что у нас в Бурятии культурного наследия много есть чем поделиться. У нас есть бурятская культура, русская культура, старообрядческая культура, да, есть ряд религиозных моментов, проживают представители других национальностей. Поэтому, Сажида Баталовна, вы где? Здесь, на месте. Все. Все. Я работаем. присоединилась. Мгм. Да. Добрый день, ребята. Так, я презентацию, да, открываю. Да. Мгм. Поделиться. Так, поделиться опять. Мгм. О, молодцы. Видите? Так, О, молодцы. Мы тоже учимся. супер. Мгм. Так, сейчас надо так, продолжить. Продолжить, да? Мгм. Так, ну, что бы здесь хотелось сказать, да, вот я слушала, очень интересно было, как бы у моей коллеги, очень интересное выступление. Вот Кристина сказала, да, один из путей, один из вариантов, как вообще найти себя, да, и в какую сторону двигаться, то, значит, если не получается, то уходить в свое хобби. Вот у меня наоборот получилось, как бы третий, наверное, вариант альтернативный, когда все получается и уходишь в свое хобби. Поэтому, наверное, я счастливый человек, потому что на самом деле очень интересно, когда занимаешься именно своим делом, да, и, в принципе, в свободное и не в свободное от работы время, и с удовольствием. Это, наверное, вот про меня. Наверное, поэтому и вышла я вот к таким вот вещам, как социальные инновации, проекты, и, в общем-то, я в этом летаю высоко, и мне это очень нравится. Поэтому, может быть, вы что-то тоже, ребята, возьмете для себя именно из моего опыта.
Я, кроме этого, да, тоже у меня дети уже взрослые, дочь заканчивает 4-й курс Казанского федерального университета. И вот даже на ее примере могу сказать, да, когда она в 5 классе заявила: «Хочу быть геологом». Я так сижу, думаю, ну какой геолог? Стереотипы взрослых сработали. Я говорю, геолог – это поля. Ты, говорю, девочка, как можно в полях бегать, девочки? И все, и на этом мы успокоились. Разговор состоялся, значит, никаких геологов. Пошли мы в музыкальный этот лицей, да. И когда в 10 классе она вдруг опять вспомнила, что она хотела быть геологом, а ей, в общем-то, вроде как взрослая мама запретила, я тогда, на самом деле, второй раз, когда задал вопрос ребенок, я решила, что надо к этому отнестись очень серьезно и не запрещать как бы человеку попробовать это дело. Поэтому я обратилась к своему хорошему другу, профессору. Она ходила к нему в 10 классе на лекции по геологии, прямо в вуз, да, вулканы, там что-то, в общем, очень много. Оказалось, что геология – это не поля, а оказалось, геология – это космос, это как бы вода, это недра, это чего только нету. И поэтому, ну, то есть такой мир, который мы-то не видим параллельно. Вот как у меня сейчас, допустим, этнокультура, вы ее тоже, может быть, не видите, не рассматриваете. А на самом деле там тоже огромный мир. То есть в каждой системе есть свой мир, в который надо думать, как туда попасть. И, конечно, когда мы уже поняли, что ей это интересно, и что она готова, будучи на нуле практически физика, математика, конечно, мы нашли репетиторов самых сильных в городе Улан-Удэ и готовились, и на бюджет поступили, да, в Казанский федеральный университет, тут Институт геологии и нефтегазовых технологий. И получается, сейчас ей думали, что гуманитарий ребенок, а оказалось, что там все есть. В принципе, ну, гармоничное развитие предполагало, что и правое полушарие, и левое полушарие развивались, и поэтому сейчас физика интересна. Но вот таким вот образом можно как бы перейти ко многим вещам. То есть не обязательно, не всегда слушайте взрослых, это раз, но с другой стороны, если что-то нравится, надо попробовать, поизучать, что это за профессия, потому что снаружи, кажется, вот много стереотипов по разным профессиям. Вот я как бы к автодору, например, тоже так же относилась. Думаю, ну, это дороги, там же надо дорожники вкалывают на дорогах, лопаты и все. Но там же действительно там тоже целый мир. И ребята, которые поступают на эти специальности, они ведь становятся бригадирами, инженерами, они зарабатывают хорошие деньги, они строят в нацпроектах наши дороги. Это классно на самом деле, это очень интересная работа. То есть не закрывайте себе мир, открывайте заново, потому что, чтобы не было вот этих стереотипов. Ну и вот что такое, я считаю, что я занимаюсь, да, социальными инновациями. Что такое инноватика? Вот здесь вот у нас есть такая, да, табличка, схема. Ну, наверное, я так думаю, что все, наверное, можно применить. Конечно, вы можете что-то убрать отсюда, да, но посмотрите, какие вещи способствуют тому, чтобы заниматься инновациями. Все, наверное, дети, те, кому взрослые отвечали на все вопросы, они все равно умеют фантазировать, они все равно умеют мечтать. И если это в детстве никак не закрывалось взрослыми людьми, то вот это вот все действительно способствует тому, что вы будете очень открыты миру, и эти инновации вам помогут в жизни. Причем социальные инновации – это новые идеи, стратегии, технологии, которые способствуют решению социально значимых задач, вызывающих социальные изменения в обществе. Мне просто было не все равно, поэтому я, как сказать, и член общественного совета Министерства транспорта, и занимаюсь и дорогами, потому что не все равно просто. Поэтому бывает, что мы где-то там увидели проблемы на дорогах, открыли, допустим, проложили туда свет, где-то светофоры не так работали, где-то еще что-то. То есть удалось именно заняться общественной, публичной деятельностью, и на самом деле нас слышат. Когда ты говоришь как-то все это системно, обозначаешь проблемы, слышат, и получается как бы опыт общественной палаты, опыт ОНФ, да, сопредседателя, все это позволило решать какие-то очень большие, серьезные социальные проблемы общества. Ну и поэтому, конечно, я занималась сразу с 2006 где-то года, я начала заниматься социальными проектами, и вот социальное проектирование вы здесь видите, да, это технология решения социальных проблем. И сейчас, получается, ну, я немножко сужаю, бывает расширяю, бывает сужаю сферу своих интересов, да. Это не только мы развиваем гражданское общество, но вот сейчас я, допустим, конкретно по нацполитике, это мы решаем задачи по реализации стратегии национальной политики Российской Федерации. Это очень как бы важно, потому что, ну,
потому что там тоже море вопросов, потому что у нас проживает в Республике Бурятия более 100 народов, более 160 народов и народностей. То есть мы такой маленький микромир огромной России. Ну и, конечно, субъектами социального проектирования, раз уж у нас обозначена лаборатория социальных инноваций, то это есть и субъекты, и объекты, да. Это вот могут быть и люди, и организации, институты, это субъекты, с которыми мы занимаемся, чтобы решить какую-то проблему. Но в то же время сами объекты – это преобразование, на которые направлен социальный проект. То есть они могут быть и другими, но вот в основном вот это вот так. Сами объекты вы видите, да? Та же среда, про которую сейчас говорили. Вот мы сейчас это и решаем, во всяком случае создаем этнокультурную среду уже в районах Республики Бурятия. Вот я сейчас покажу как. Дом дружбы народов Бурятии вот отпраздновал 10 лет юбилей, то есть открыли, получается, в Доме дружбы. Дом дружбы открылся в 2011 году. И вот на нашей улице Добрых соседей 34 национально-культурных центра и организаций. Все работают, весь Дом дружбы работает на бескорыстных, безвозмездных началах. У нас нет ни штата, ни бюджета. Мы вообще самые инновационные в России на эту тему. Мы занимаемся только грантами, ну, потому что пока нам бюджет никто не дал, пока это не получается, но Дом дружбы на Ленина 12 работает возле Авигитревского собора. Приходите, чем можем, поможем. Точно так же находите меня в Фейсбуке, в Инстаграме, и, в принципе, можем спокойно как бы какой-то этнотур по улице Добрых соседей провести и просто поговорить по душам. Очень много вокруг меня молодежи, которые просто, ну, получилось помочь действительно состояться в жизни, и они вот сейчас, кто в Казани, кто в Москве, кто где, получается, они тоже... То есть вопросов бывает много, должен быть всегда рядом нормальный, мудрый наставник, который может помочь. У нас есть многонациональная воскресная школа, есть хореографические, этнокультурные, различные коллективы, и мы сделали уже более 372 проектов в этнокультурной межнациональной сфере за эти 10 лет. Грантами, да, гранты дает Комнац, гранты дает президент Российской Федерации, Министерство культуры, например, Татарстана, я участвую в грантах, поэтому очень много разных всяких проектов. Ну, кроме этого, значит, вот у нас улица Добрых соседей, почему родилась? Вы знаете, из маленького абсолютно такого своего события, да, на моей улице живет справа дядя Вова бурят, слева сосед Степаныч Семейский. И мы друг друга всегда поздравляли с разными праздниками. Они меня с Наврузом или с Ураза Байрамом, я их с Масленицей, значит, с Агалганом. И мы вот так ходили друг к другу в гости, поздравлялись, потом сидели на добрососедской такой лавочке. Она маленькая, старенькая, но мы сидели просто друг другу какие-то свои новости, в общем, как-то что-то обсуждали. Но вы понимаете, ведь у нас вся Бурятия так живет. И получается, что мы на этой лавочке, мы же дружим домами, дружим семьями, и мы учимся вот именно вот эти отношения, они не везде такие. В некоторых больших многоэтажках люди друг друга вообще не знают, что случилось, да, и помочь некому. А здесь знаешь, что если у тебя что-то, какая-то проблема возникла, водопровод там прорвалось что-то, Степаныч прибежит и поможет, и так далее. Ну, то есть вот такие вот разные вещи. То есть нам в Сибири, опять-таки, живя, да, нам друг без друга никак, нам нельзя без добрых соседей. Поэтому вот родился такой бренд именно Дома дружбы, улица Добрых соседей. Мы ее обычно показываем на фестивале «Караван дружбы», большой у нас фестиваль на площади Революции бывает, значит, ну, может быть, были, может быть, не были, но, во всяком случае, вот все культурное разнообразие народов Бурятии мы там можем увидеть. И я его потом взяла и написала, думаю, ну почему только у нас он будет? Я взяла и в Москве написала заявку, мы выиграли грант в Москве, Москва многонациональная, город добрых соседей. Это стал грант-победитель конкурса президентских грантов. И представляете, там у нас улица Добрых соседей развернулась на московском Сабантуе, где было 250 тысяч человек. Первый год там было 250, потом еще больше на следующий год. И каждый подходил к этим шатрам добрых соседей и говорил, а мы тоже хотим, мы тоже добрые соседи, мы тоже живем в согласии, мире вместе. Ну и, в общем-то, это и традиция, это и культура, это и показ какого-то духовного наследия. Это очень, на самом деле, важно, когда люди живут вот в мире и добре рядом друг с другом. Вот такой вот тут у нас получился социальный эффект, на самом деле, большой. Ну и, конечно, вот наша улица Добрых соседей, у каждого есть блюдо, у каждого есть круглый какой-то хлеб, о котором тоже есть и фестиваль хлеба прямо национальных культур, национальных
значит, блюд и хлеба. И получается, что это все, ну, как бы не только красоту вводит, и не то, а там очень много такого традиции, да, которые заповеди предков, которые сохраняются. И если человек крепко стоит на ногах, если у него корни крепкие, если ты знаешь свой род, то род всегда поможет, на самом деле, быть уверенным по жизни. И поэтому вот не зря говорят уважение к старшим, к бабушке, к дедушке. Они помогают вот этой своей мудростью прожитой жизни, они помогают вам идти дальше легче намного. И поэтому этот род всегда за вами стоит, вот как два крыла, и он помогает идти как бы вот прямо своей дорогой и не потеряться в этой трудной жизни на самом деле. Вот, ну что еще там? Дальше у нас еще есть такой интересный, значит, проект, как Навруз, да? Но Навруз не только мы делали все вместе, обычно... Слушай, Растамовна, а ваша презентация не двигается вообще? Так, а как ее я-то двигаю, а как не двигать? Она не двигается. Ну, вы листайте ее тогда. Вот так. Нажимайте уже на этом, на вашем этом. Угу. Я-то нажимаю, а ребята не видят, да? Получается. Мы видим только первую вашу слайду, первую страничку. Угу. Вот сейчас видно или нет уже? Первая страничка только. Ну ничего, ладно, давайте. Вы можете у себя, ну потому что тут самое интересное, это презентация все-таки. Вы можете у себя ее показывать, нет? Вам нужно выйти из демонстрации и заново ее запустить в уже включенном виде. Так. Включите ее на демонстрацию. Остановить демонстрацию. Теперь F5 нажмите. F5? F5 нажмите, запустите ее. И заново нажмите демонстрацию экрана. Так, я F5 нажала, демонстрация экрана, да, после этого? Погодите, правильно, нет? Вот F5 вы нажали, у вас должна запуститься презентация на полный экран, да? Пока нету, не вижу. У себя тогда в PowerPoint мышкой ткните и там нажмите демонстрацию. Показ слайдов. У себя вообще не в Zoom, да? Да, не в Zoom, в PowerPoint. Свернуть. Угу. Так. Сейчас тоже не видно ее, да? Нет, пока нет. Но у вас она все на полный экран? Она на полный. А вот теперь запустите демонстрацию экрана, и все будет хорошо. Здесь не вижу я запустить. В Zoom теперь запустите демонстрацию экрана. Угу. Так, в Zoom зайти. А как теперь в Zoom зайти двоечникам? Так, экран. Она теперь у меня на полный экран, а я не вижу, где она. Так, как сделать? Нажмите, тогда, знаете, значок Windows на клавиатуре, и вы увидите свой Zoom. Ну, тут вообще клавиатура теперь. Показать режим докладчика. Ну, тут вообще. Так, показать. На клавиатуре значок есть такой снизу, флажочек. Нажмите его, и вы увидите Zoom тогда свой. На клавиатуре? Да. Значок Windows, да? Да, флажочек. Вы внизу увидите. Да, зависли. Угу. Так. Получилось? Получилось, только вы... Так, в Zoom Нет, туда зашли. Я Zoom не вижу. Как-то вам надо попасть в Zoom, и тогда, когда вы демонстрацию запустите, у вас будет видно на весь экран. Так, завершить показ. Угу. Так, вот сейчас я вас, да, в Zoom увидела, получается. Теперь еще раз, да, пробую. Индивидуальный. И этот маленький сделала. Что нужно сделать теперь, если я Zoom вижу? Так, Zoom, видите, вам надо запустить свою презентацию. Нет, у вас тогда не получится. Там, знаете как, демонстрации внизу. Марина Геннадьевна, не легче будет у вас сейчас ее запустить? Или вы на рабочий стол ее не скачали?
Я же не могу, у нас интернета нет уже. Я с телефона же вы с вот так вами. и нету, да? Мгм. Я с Так, а еще телефона. как тогда? Еще, знаете, Ну, есть снова такой вы вариант. включите ее и не, на всю не делайте, Попробуй. просто постранично попробуйте. У нас так тоже Вот так, получается. да? Мгм. Сейчас попробуем. У вас же двигалась она, когда первый раз показывали. Там не надо оптимизировать для видеоклипа же, нет? Просто, да? Нет, 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 просто делайте. Мгм. Так, Подскажите, вот пожалуйста, получилось, как- нет? Вот, по-моему, И сейчас- двигайте. Мгм. Вот теперь двигайте. Просто вот так, да? Да. Хорошо. Мгм, мгм. Это на фестивале. Получается двигаться? Так, сейчас Вот. вот так буду двигаться. Ага. Дальше вот так Мгм. двигайте, как здесь. Так, мы до Хорошо? Навруза дошли. Так, Ага. вот это вы все картинки эти посмотрели, Мы теперь, да? картинки Проблем. видим. Ну, теперь вы куда-то опять убрали презентацию свою. Где она? Я двигаю, Ну все замечательно, все вижу. Нет. Ага. Мгм. двигается, да. Все, Так, все ну и нормально. теперь, значит, поэтому мы, раз сейчас идет режим в формате онлайн, да, мы сделали как Навруз в каждый детский дом. И поэтому мы сейчас выезжаем с этим праздником показать всем традиции тюркских народов в детские дома, и это тоже очень как бы интересный формат. И ребята вживую могут там очень в дальних селах увидеть вот такие вот большие праздники национальные. То есть тот мир, который тоже для них, наверное, еще не был открытым. Ну и хотелось бы сказать немножко о проекте победителя конкурса президентских грантов 2021 года, который мы выиграли. Он называется «Байкальская этника. Этнокультурное образование детям и взрослым». И вы знаете, вот действительно вот полное творчество. Мы здесь креативили и создали настольную игру о народах и достопримечательностях Республики Бурятии. Вот то, что Валентина Викторовна говорила, да, хотелось бы мечты какие-то исполнять и путешествовать даже по своей Бурятии, ведь многие живут и кроме своей, допустим, какой-то малой родины вообще ничего не видели. А здесь в настольной игре можно увидеть 100 объектов, которые очень интересны именно в самой республике, по районам, значит, ну, кроме Байкала, то есть, оказывается, много мест, которые нужно знать, нужно открывать для себя. Ну и, конечно же, сидели и сочиняли прописи даже для всей семьи, для родителей, для первоклассников. Это необыкновенная история байкальского камушка, которую мы тоже как бы сами вот сочиняли, сами придумывали, чтобы была там и наша богиня древних тюрков и монгол, значит, и Умай, да, и вот такие вот разные, значит, наскальные рисунки. То есть камушек у нас байкальский стал логотипом этого проекта. Ну и, конечно же, этот проект и в этноми, как сказать, и в журналах, и в Ушкане, в детском журнале вышел. И вот это вот, смотрите, байкальская этника, вот она у нас получается, вот такая игра. С удовольствием играют дети, взрослые, дедушки, бабушки. Ну, потому что на самом деле, вот это, когда играешь в такую игру, да, оказывается, ты становишься победителем олимпиад по краеведению, ты становишься победителем этнографического диктанта. Все это вдруг, как сказать, люди, дети, и не только дети, но обучаются, и получается, что знают очень много нового материала, такой широкий кругозор, и не только по Республике Бурятия, а по многим народам, да. Ну и, конечно же, создаем среду, то есть образовательная среда, кабинеты бурятского языка, кабинеты татарского языка, значит, чтобы они были этномастерские, потому что, ну, я так думаю, если мы это все вот педагогам сейчас в этом году как раз подарим, они уже готовы, эти ресурсы, эти издания, да. И кроме этого, значит, еще и очень интересно, мы мобильное приложение придумали для телефонов. Это по как раз этнословарике по русскому, татарскому и бурятскому языку. И поэтому вот даже это вы можете посмотреть. Сейчас я это покажу, этнословарик, как он. Его, в принципе, можно закачать себе на телефон и попробовать выучить сразу 3 языка. Это тоже очень интересная такая форма работы наша. Ну и, конечно, здесь хотелось бы еще теоретически какие-то вещи сказать. Вот посмотрите, какая роль ресурсов. Да, мы занимаемся в общественных организациях, но вот это вот опыт этот, он дает возможность не только в исследовательской работе быть первыми, быть в проектах первыми, выигрывать много грантов, да, но кроме этого он и дает опыт предпринимательской деятельности. Посмотрите, вот от желаемого состояния тоже, да, вот она ваша мечта, вот что-то вы хотите изменить в этом мире, в этой жизни для людей, и вы делаете цели, берете ресурсы, аккумулируете, генерируете, осваиваете и получаете результат.
Потому что на самом деле, да, данные, генерируемые человеком, это ресурс, на котором заработали огромные капиталы, такие компании, как Google и Facebook. Почему мы, производители данных, не капитализируем их? То есть вот на самом деле некоммерческий сектор, да, это общественная организация, они позволяют капитализировать именно такие ресурсы. И мы, бывает, из ничего делаем очень мощные вещи. Ну и вот ресурсы социальных инноваций. Ресурсы социальных инноваций как раз здесь вот и мобильное приложение, и книги, и прописи, и энциклопедии, и много чего другого, и вот такие вот сувенирная продукция, да. То есть тут очень много-много всего интересного, чем мы с удовольствием делимся с окружающими. Ну и, конечно, результаты социального проектирования, что может быть результатом проекта? И программы, и законопроекты, и новые продукты, новые свойства старого продукта, социальные услуги можем предлагать, да? Создаются организации, создаются мероприятия. То есть не только мероприятиями мы богаты, мы делаем действительно много разных вещей. Ну и хотелось бы сказать, для того, чтобы делать классные проекты, надо их вкусно тиражировать, как бы зрелищно, чтобы было. И для этого очень помогает национальный бренд. Национальный бренд – это модель развития территории на самом деле. Если территория обладает собственными брендами, собственным имиджем, который привлекает внимание, которым доверяют, значит, туда будет обеспечен приток инвестиций. Если у территории нет особенного колорита, то она может остаться на задворках Вселенной. Ну, наверное, это и людей касается, потому что если у тебя есть своя харизма, да, если ты в чем-то уникален, у тебя, и этого не надо стесняться, потому что у каждого есть свои какие-то свойства творческие, не надо их закрывать никогда. Чистой наукой, там, чистыми исследованиями есть, вот пусть это фонтанирует. И тогда вы тоже на задворках Вселенной никогда не останетесь. Ну, поэтому нам надо учиться этому всем, да, и маркетингу территории, и изюминками начинять различными, самобытностью, этнобрендами. Тогда, наверное, будет вокруг много людей, это будет очень много интересно. Вот Байкальский Сабантуй, мы его так говорим, приезжай, покачуем, да, это живая традиция предков, это татарское гостеприимство с байкальским колоритом, это большой привет Зурсалям от байкальских татар. И вот мы его проводим каждый год, кочуем прямо по разным территориям, открываем не только татарам, а всем народам, да, которые там живут, открываем такой вот великолепный Байкальский Сабантуй. И получается, вы знаете, у народа, у людей жизнь там как-то радостнее становится в селах, в которых стараемся мы побывать. Придумали такую фишку, да, как байкальский чак-чак с кедровыми орешками. Чак-чак он везде, чак-чак, да, но у нас он байкальский, и там кедровые орешки. А если мы едем в Селенгинский район, там у нас с облепихой, мы никак вот не можем за эти 2 года в Селенгинском районе провести, но, дай бог, обязательно проведем там Байкальский Сабантуй. И получается, у каждого, или в Тегде, когда Сабантуй, да, там с брусникой и с кедровыми орешками, это тоже очень вкусно, и это продается, это деньги, это можно зарабатывать. Поэтому это вот такие вот вещи, да. Ну и кроме того, да, какой брендинг социальной инновации Байкальского Сабантуя? Это на квест мы придумали молодых хозяек по нарезке домашней лапши. То есть бабушки-то у нас умеют лапшу резать, умеют ли девочки резать? Это такой тукмач баттл, тукмач – это лапша по-татарски, да, вот тукмач баттл, когда звучит рэп от татарских бабушек, они присказки-прибаутки говорят на татарском языке очень быстро, да, там, например, тук-тук-тукурам, тукулда-тупутурам, кащанбаришки терясан, шунакыта путурам. И получается прикольные такие частушки, когда девчонки под этот ритм режут лапшу, очень такое зрелищное действие выходит. И в принципе, женихи могут найти себе молодых хозяюшек в дом, привести невесту, бабушки свою миссию выполняют, передают традиции, и всем хорошо, и жизнь радостная. Или конкурс «Татар-Кызы», например, в 2018 году на Сабантуе в Усть-Кяхте. То есть выбирали лучшую мастерицу, лучшую рукодельницу, но это тоже, как сказать, все село пришло, не только село, а и гости из Сабантуя, там более 1000 человек было, все пришли посмотреть. Но, понимаете, вот это вот все, да, это ведь не только наша традиция, да, это ведь еще и, если посчитать по деньгам, на праздниках люди оставляют даже малоимущие, вот социальные исследования такие есть, да, вот посмотрите, 869 рублей малоимущие, а с высоким доходом люди оставляют более 1000. Если посчитать, сколько на московском Сабантуе было денег, ну, получается, сколько людей, 250 тысяч, умножьте-ка, сколько, получается, доход получили те, кто работал на Сабантуе,
ну, я не говорю про организаторов, у организаторов там свои как бы полномочия, свои зарплаты, скорее всего, но получается, это прибыльные все вещи, поэтому все праздники, если их уметь вкусно, красиво, зрелищно делать, конечно, это тоже массовые работники, там вообще работники хореографы, работники культуры, это тоже интересная профессия, о которой тоже можно думать. Ну, или мы, допустим, в Усть-Кяхте, да, услышали такую замечательную историю, что Усть-Кяхта пригласила меня и рассказывают, приехали, говорит, татары в 1952 году, привезли саженцы яблонь, привезли семена, была всесоюзная программа переселения, и почти 20 тысяч татар не в Усть-Кяхту, а вообще в Бурятию за 20 лет переехало. И вот они говорят, а мы забыли, они нам такое привезли саженцы, они посадили яблоневый сад, у нас был лучший сад в округе, а мы про них забыли, а давайте мы про них вспомним, давайте мы у нас проведем сабантуй, пусть у нас будут снова татары. И вы знаете, я просто на этот сабантуй, мы провели замечательный там сабантуй, и очень душевный, очень такой красивый. И получается, мы там взяли и посадили новые саженцы яблони. Я привезла, и мы вот такую вот красивую историю опять дальше сделали. А потом написала Рустаму Нургалиевичу Миниханову, президенту Татарстана, письмо, что вот так к татарам относятся, вот мы посадили заново сад. Вот дальше вот такая вот история. И вы знаете, чем эта история заканчивается? Она еще не заканчивается, она, наверное, только начинается. Потому что мы сделали новый бренд села Усть-Кяхта. Алмагачлар, ата, яблони цветут. И вот эти алмагачлар, да, эти яблоньки, сейчас там и логотип, вон, видите, сделали, да, и глава приезжал осенью, наш Алексей Самбуевич, туда, ну, как бы, там у них очень интересно, ну, встреча была с татарами. А Рустам Нургалиевич сказал, хорошо, там будет музей-усадьба, новые яблоньки, и нам дали деньги, нам хорошие деньги дали, получается, мы построили там дом уже стоит, сейчас мы уже делаем эту музей-усадьбу внутри, это общественная организация, ей никто не дает деньги, у меня нет зарплаты, но я придумываю, я вот эти вот все идеи, которые я пишу, я их замысливаю, как вот вам сейчас рекомендовали, да, я пишу свои проекты, их более 50, наверное, сейчас разных проектов за эти 15 лет. И вы понимаете, они все сбываются. Они, может, будут не реализоваться в 2007, когда я писала, что нужен татарский этнокомплекс в Бурятии, но они реализовались в 2021 году. И понимаете, я его сделала, получается, вот этот проект, он реализуется сейчас. Мы сейчас уже покупаем им ткани, чтобы художественное оформление внутри сделать. То есть это очень интересная работа по-настоящему, да, когда твои мечты сбываются вот таким вот образом на уровне 2 президентов, 2 глав регионов. Вот. Ну и, конечно же, когда у нас встречи были с президентом Татарстана, мы уже с ним дважды встретились здесь, он приезжает сюда, мы и там встречаемся, в Казани, конечно, он нас зовет и туда, но вот здесь это. И мы решаем очень много вопросов для того, чтобы сберечь татарский народ в Бурятии. И получается, не просто татарский, мы сделали, Татарстан деньгами помог, мы сделали кабинет родного языка для Усть-Кяхты, например, да, создали там вместе все как бы строили мечеть, нашу первую центральную, да, в городе Улан-Удэ. То есть на самом деле работы много, работы очень много интересной, поэтому, ну, вот такая вот наша профессия. Общественный деятель, я себя так называю, например. Даже уже не проектировщик, а больше общественный деятель. Или, допустим, мы с министром транспорта вместе активизировали работу, чтобы у Старого Нахоя появился мост. И мы открывали с Алексеем Самбуевичем потом этот мост, потому что это было спасибо от Республики Бурятия переселенцам из Татарской ССР, потому что там 300 татар жило, они орошали земли, они строили эти теплицы, они там были лучшими птичницами, лучшими тепличницами. И вот, пожалуйста, и этот мост очень действительно важен был, сейчас он работает, потому что там совсем невозможно было ездить, а сейчас вот с помощью вот этой вот дружбы нашей между Татарстаном и Бурятией, наверное, и уважения уже к самой автономии татар, которую я возглавляю, мост стоит, пожалуйста. То есть это не только яблони, это еще и мосты. Ну и еще что. Ну, конечно, конкурсы научно-исследовательских работ. Ребята, когда вы учитесь делать исследовательские работы, не оставляйте эту тему. Это очень важная тема для того, чтобы вы любые проекты в жизни делали. Потому что точно так же цели, задачи, гипотезы, значит, содержание какое-то, результаты, все это есть и в проектах. Поэтому это очень важно. Мы вот в Усть-Кяхте, когда сделали такой вот, это был по всем районам, но в Усть-Кяхте глава сказал, нет, будут врачи сидеть, учителя, все пусть сидят, все слушают доклады школьников. Все слушали доклады школьников. Там столько слез было потом, потому что
рот открылся, оказались родственники в одном классе, столько новых каких-то историй было собрано ребятами, это было просто замечательно. Ну и, конечно же, тогда мы создали музей татарского быта после того, как ребята вот озвучили свои истории. А еще мы сделали целую книгу «Татары на Байкале», и там внутри доклады школьников вошли. Это была коллективная монография, это научное издание, и там же доклады в приложении, доклады школьников. Это очень важный ваш вклад вот в историю развития разных народов. То есть это тоже можно делать. Ну, еще что? Ну, конечно, вот я просто покажу, да, чисто теоретически. Вот социальный проект, социальное нововведение, инициатор проекта, кто может быть. Вы все это можете почитать, посмотреть, да, виды какие проекты. То есть есть инновационные проекты, есть поддерживающие проекты, но они все влияют на развитие территорий, в которых мы живем. Вы можете жизнь менять у людей, и это очень-очень важно. Ну и, конечно, какие золотые правила создания проекта любого, который вы будете в своей жизни делать. Сначала создаете мысленный образ будущего проекта, а потом моделируете сказку проекта, зажигательное название, графическую модель, потому что как ваш корабль назовете, так он поплывет. Если это алые паруса, он туда и плыть будет, это будет очень красиво. Если это у нас школа танца Байкал и Дель, вы знаете, мы создали эту школу, ей 10 лет, так она уже в Пекине взяла бриллиантовый гран-при, потому что Байкал и Дель – это Байкал и Волга – это слияние двух вод, это родное, это малая родина, это вообще как бы Идель, это в переводе с тюркского, с древнего языка, это родина, малая родина, своя родина, вот таким вот образом. Поэтому называйте всегда очень красиво свои проекты и пишите, прописывайте. Вот когда все пропишете, тогда они начнут сбываться. Они, может, и через 20 лет, но они сбудутся. Поэтому очень думать надо много, чтобы грамотно свои мечты писать. Ну и, конечно же, разрабатываем проект, определяем, какая проблема у этой аудитории, которой вы тут сидите, пишете, даже это если научное исследование, да, а от проблемы выходим к причинам. Какие же причины эту проблему вы ну, как сказать, сделали вот такой вот серьезный. А потом из причин очень просто написать задачи, а из задач мероприятия. И рождается целый проект. И, конечно же, целевая группа, качественные результаты – это все про проект. Ну и, конечно, наличие сильного вектора в команде. Если у вас есть сильный друг, это не обязательно, как у нас всегда шутят в Бурятии, дядя Баир, это просто должен быть профессионал своего дела, какой-то наставник, которому вы доверяете, и у которого может вам помочь именно в продвижении этого проекта. Тогда у вас все получится. Ну и, конечно же, кроме этого, вот она сама заявка проекта, она, кстати, похожа на ваши научные исследования на самом деле. Просто там есть еще финансирование проекта, и это как бы отдельная тема, но я так думаю, если мы будем встречаться, можно и про это поговорить. Ну, еще про конкурс президентских грантов, который я неоднократно выигрывала с разными командами. На самом деле, вот смотрите, вот оно социальное проектирование. Они полностью сделали очень хорошую раскладку, что это такое, да, что социальная среда, из нее выходит какая-то проблема, идея проекта у вас рождается, потом цель, которая на решение проблем, значит, способствует решению проблем, команда ваша, ресурсы, бюджет, и получается в результате улучшенная социальная среда и будущее какое-то. Это ваша оценка социального эффекта этого проекта. Ну, я так думаю, это все в будущем. Но на самом деле вот это вот социальное проектирование, оно помогает вам стать крутыми очень в предпринимательстве, в любой сфере. Поэтому учитесь, не бойтесь вот таким вот вещам, если у вас будет такая возможность. Ну и запрашиваемые суммы гранта. Посмотрите, до 500 тысяч, 3 миллиона, 10 миллионов, больше 10 миллионов. То есть можно расширить и действительно привлечь очень хорошие деньги на реализацию вашего уже проекта. Ну и хотелось бы чуть-чуть остановиться. История успеха или социальное предпринимательство. Вот Гузель Санжапову можете набрать, да, где-то хоть в Инстаграме, она в Яндексе, везде это есть история, да. В 2013 году ее папе перешло наследство семейное дело. Пасека в крохотной деревне Малый Турыш. В Малом Турыше всего 52 человека живет. Это возле, ну, на Урале, возле Екатеринбурга. А она в это время, значит, она МГУ закончила, очень серьезный факультет. Потом работала в IT-компании, да, крупной очень фирмы. И думала, чем же дальше заняться. Ей, видимо, IT-компания как бы ей не подошла. Могла бы иметь огромные деньги, но дерзкая Уралочка, как ее прозвали на родине, она стала открывать производство крем-меда, потому что там было много меда. У нас же тоже есть деревни, где медом занимаются, да? И она из этого меда стала делать что? Мед же просто так не продашь, в деревне его тоже не продашь. Она его стала в Москве баночками продавать.
и как крем-мед взбивать, аппаратуру купили взбивать. И постепенно, да, ее проект развился до оборота сначала 6,5 миллионов рублей в год, потом дальше больше, потому что, ну, вот смотрите, потом она придумала ложечки с этим медом, и заливается как бы даже сироп получается такой, а там внизу травки, а ложечки деревянные. Конечно, это опять в деревне не продается, но вот эти штучки, да, для чая, они продаются хорошо в Москве. И получается у девочки очень, как бы, она уж очень хорошая фантазия и хорошее профессиональное образование. И вот она занимается уже тем, чего душе угодно, хобби, да, она решила там карамельную фабрику в своей деревне сделала вот с этими ложечками, там карамельная фабрика, значит, то есть она маленькая же совсем, 6 миллионов денег она нашла на краудфандинговой платформе, и сейчас она уже в этом малом Туруше, она вообще полностью как бы революцию сделала. Она там строит целый центр, образовательный центр, культурный центр, сделала уже детскую площадку. И там очень интересные ролики, просто возьмите, посмотрите. Это Гузель Санжапова, это социальный предприниматель. Она об этом пишет очень вкусно и интересно, тоже можно посмотреть. Вообще этно-предпринимательство, этнодизайн – это тоже вещь, у кого руки золотые. Не уходите далеко, конечно, нужно очень хорошее базовое образование, это всегда, но потом можно заняться брошками, как сказать, декоративным чем-то, кукол всяких разных создавать и продавать это все, потому что туристу все интересно, особенно аутентичное. Ну и, конечно, результаты социальных инноваций – это что? Узнаваемость территории, это демографический рост сельского населения, они останутся на селе, и там будут детки, это приток туристов, это увеличение объема культурных событий, это создание новых рабочих мест на самом деле. Мы пока строили дом, люди получили работу, и это тоже было важно. Ну и, конечно, качественный результат – это сохранение истории рода, народа, села, края, территории, укрепление здоровья нации, формирование здорового образа жизни, воспитание детей на традиционных семейных ценностях, рост патриотизма, ответственности. Ну и, конечно же, сохранение национальной культуры одних языков народов России. Вот так вот мы занимаемся, и мне хочется вам пожелать, да, еще в шутку так, да, и субъекту-объекту по шутливому совету, чтобы к рынку приучиться, не бросайте вы учиться. Получил от рынка 5, адаптируйся опять. Хочешь слушать шум оваций, не чурайся инноваций. Быть объектом инноваций, жить в режиме адаптации. Не допуская ошибки роковой, в защиту мы вставай горой. Не думай, будто двигатель прогресса одна лишь личность, даже при большого веса. Я очень часто надо опускать, а вот в команде, в проектах это как раз этому учишься. И тогда действительно помощь даже свыше приходит. Привыкни, наконец, к борьбе противоречий, иначе быть Емеле и день-деньской сидеть на печи. Ну и лайфхак от меня, значит, это вперед к истокам, потому что в космос идут, когда у тебя крепкие корни, крепкие традиции, ты не забываешь свою семью, ты не отходишь от этого, от всего, это очень важно. И второе, это летай высоко, не бойтесь летать высоко, не бойтесь прямо грандиозные себе планы писать. Есть у вас на это силы, нету. Если Вселенная поняла, что этот человек этого хочет, она обязательно даст и силы, и энергию, и возможности. Ну и лайфхак третий – это дорогу осилит идущий. Надо трудиться постоянно, чтобы что-то получить. Потому что мы работаем очень много, да, но с другой стороны, меня слышат на любом уровне, получается. И это очень интересно, потому что есть что сказать. Есть чем помочь людям. И вот это вот, наверное, тоже очень важно. Если ты неравнодушный человек, если ты общественный деятель, то вот, наверное, это так. Поэтому спасибо за внимание. Если вопросы, задавайте. Так, дорогие ребята, у вас есть возможность задать вопросы Сажиде Растамовне, поэтому, пожалуйста. Вопрос нет. Хорошо. Дело в том, что здесь как раз ваша презентация, если вы мне отправите, я разошлю учителям, она, да, мне кажется, более эффективна будет для пользования учителей, чтобы они могли воспользоваться вашими советами по написанию грантов. Это сейчас очень востребованная ситуация, не всегда получается, но мне очень понравилось ваше выражение, что Вселенная понимает, что мы хотим, и надо стремиться, вот уже это, вы, как сказать, в одном русле с Валентиной Викторовной рассуждаете, да, что надо, главное, захотеть,
и да найдутся ресурсы, условия и возможности для реализации ваших хотений и желаний. Так, спасибо большое, Сажда Растамовна. Мгм. Если нет вопросов, Кто-то есть хотел вопросы? спросить. Давайте спрашивайте. Ага. Добрый день, уважаемая Сажда Растамовна. Это Светлана Анатольевна Власова. Когда-то, не помню уже, какой это был год, вы приезжали в Танхой и подарили прекрасное название Танхою. Танхой «Мелодия рассвета». Сегодня это живет и процветает. Сегодня прекрасный визит-центр в Байкальском заповеднике так и называется «Мелодия рассвета». А люди, мне кажется, даже приободрились и обрели крылья, когда узнали, что это такое великолепное название в противовес, что Танхой – это мокрое место в переводе с бурятского. Поэтому большое вам спасибо, больших успехов. Очень интересная встреча с вами сегодня. К сожалению, не могу показать свое лицо, у меня нет камеры на экране. Спасибо. Спасибо огромное. Да. Но на самом деле, вот топонимика местности, если переводить, с какого красиво очень переводится, так и надо переводить. Поэтому С какого языка лучше, да? Угу. Какого лучше, с того и переводим, потому что действительно, кораблю надо давать большое плавание. А я еще так спросила, что такое Танхой? Вот так вот. Думаю, почему мокро это, почему немножко... Жили племена разные здесь, в Бурятии, и они говорили и на старомонгольском, они говорили и на бурятском, они говорили и на тюркском языке. И поэтому иногда бывает, другое восприятие, и дали толчок, и пошло развитие. Так же было со старым анахоем. Анахой переводится с тюркского языка, анакаи – колодец матери. И вы знаете, я им 3 года говорила, вот у вас такое красивое название, у вас колодец матери. У людей света вообще в глазах не было, такой безнадежность, какая-то была безнадега вообще в глазах. И я тогда на Сабантуе нашла деньги, открыла колодец матери, повесили таблички, мы придумали слоганы, что если выпить воду из колодца матери, сын станет богатырем, дочка станет красавицей, бабушка молодость вспомнит, и вообще жизнь наладится. И вы знаете, все 500 человек, которые в гостях, тут журналисты стояли, люди стояли, они все пошли воду пить из этого колодца, как будто колодец стал с волшебной водой. И вот так действительно пошла жизнь. То есть иногда бывает очень надо маленькую какую-то идею, и она вдруг развивается в что-то большое и хорошее. Поэтому спасибо большое всем. Спасибо, Сажда Растамовна. Так, есть вопросы? Работать, сотрудничать. Есть вопросы? Угу. Так, спасибо большое. Очень плодотворно мы работаем, поэтому продолжаем работать дальше. У нас сейчас на связи должны быть студенты Бурятского государственного университета под руководством замдекана исторического факультета Ананда Юрьевича Ачирова. Ананда, вы на месте? Ананда Юрьевич. Угу. Все, он подключился как раз. Угу. Так. Дорогие участники конференции, сегодня уже сказала Валентина Викторовна, что любое перемещение в пространстве, оно всегда несет какие-то эмоции положительные, новые знания. Сейчас мы хотим предоставить слово нашим студентам Бурятского государственного университета. Ананда Ачирович Ачиров, заместитель директора, один из самых молодых заместителей деканов исторического факультета БГУ, вернее, во всем университете он самый молодой заместитель декана, он вчера еще был студентом, поэтому видите, какая может быть очень хорошая карьера, если ты активный участник студенческого самоуправления, которое у нас активно развито в университете. Ананда Ачирович, вы где? Спасибо, Марина Геннадьевна, я на связи, меня слышно? Все вас слышно. Угу. Спасибо. Ударен халун амарманде. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники данного мероприятия. Меня зовут, как сказала Марина Геннадьевна, Ачиров Ананда Юрьевич. Я заместитель декана по воспитательной работе исторического факультета и на протяжении 5 лет был председателем Объединенного совета обучающихся Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. В этом году наш университет, наш альма-матер празднует знаменательное событие. В этом году, в 2022 году, исполняется 90 лет нашему университету. И я бы хотел остановиться вкратце на основных мероприятиях, которые будут, на том, как могут поучаствовать в этих мероприятиях и проектах студенты, абитуриенты, и школьники со всей страны. История Бурятского госуниверситета начинается с 1932 года, когда открывается Бурятский государственный педагогический институт.
И студенчество имело центральную роль всегда в структуре университета. И если говорить о студенческом самоуправлении, то это было, конечно же, на плечах тогда комсомольской организации, и впоследствии все традиции с 1932 года передаются из поколения в поколение. Говоря о студенческом самоуправлении в целом, то это Объединенный совет обучающихся, который объединяет 4 структурных подразделения нашего института, нашего университета, в который входят институты, факультеты и колледж. Вот. Я вот как раз нахожусь в офисе студенческого самоуправления. У нас есть на моем фоне все наши кубки, награды, малая часть из них, которые были заработаны, завоеванными руками только студентов, можно сказать, студенческого самоуправления. Но, наверное, подробно о студенческом самоуправлении я передам своему младшему товарищу, ныне председателю Федерации студенческого самоуправления, студенту физико-технического факультета Машееву Сергею Баировичу. И вкратце хотел бы рассказать о 90-летии. 90-летие университета будет праздноваться широко и масштабно. Естественно, мы будем брать во внимание санитарно-эпидемиологическую ситуацию, которая сложилась в Республике Бурятия, в городе Улан-Удэ. Но, тем не менее, у нас уже готов план, он был согласован, он готовился целых 1,5 года. И там по разным направлениям деятельности, начиная от науки, заканчивая спортом, будут проводиться разные проекты и мероприятия. Самые крупные из них, наверное, это мероприятия, которые будут приурочены к студентам в первую очередь, наверное, да, к первокурсникам, к абитуриентам, которые состоятся 30 сентября. Там мы будем проводить открытую встречу со студентами, с абитуриентами нашими. По плану это театр оперы и балета, который находится буквально в 10-15 метрах от головного корпуса нашего университета Пауля Литеранжурова. Ну и будет проводиться Open Air. Это вечеринка в стиле, наверное, Коачеллы или в стиле открытого рок-фестиваля, например, как Вудсток, если кто знает, о чем я говорю. Там будут приглашены наши гости, наши партнеры, друзья, выпускники университета, которые работают в разных областях. И там будет очень много движа, очень много позитива и энергии. Помимо этого, я упомянул о науке. На наших факультетах и институтах представлены абсолютно разные направления подготовки. Вот. Ну, я, например, учился в бакалавриате на политолога. Моя специальность называлась сравнительная политология, этнополитика и геополитология, по-моему, в магистратуре и в аспирантуре. Сейчас я учусь уже направление история, направление преподаватель, педагог, исследователь. Вот. И я бы хотел, наверное, больше рассказать о том, где вы можете поучаствовать. На 14 структурных подразделениях у нас проходят дни открытых дверей. В последнее время они проходят онлайн, также на платформе Zoom. Там вы можете познакомиться со всеми профессиями, которые представлены в университете, со всеми направлениями подготовки, которые есть, со всеми плюсами, наверное, да, обучения в нашем университете. Почему? Потому что обучение в университете – это не только лекции, пары, семинары и, страшное слово, сессия, да? Это целая студенческая жизнь. Я думаю, вы, если спросите у родителей или слышали у старшего поколения, у старших братьев, может, сестер, они всегда говорят то, что студенческое время, студенческая пора – это золотое время. И действительно это так. Многие сейчас не понимают, кто учится в школе, и думают, что это лучшее время, но я вам скажу точно, что самое лучшее плодотворное время, когда у вас будет практически неограниченная свобода, и вы будете сами выбирать свой курс движения для развития, это будет студенчество. И, естественно, в большом университете с контингентом 8 тысяч почти студентов это сделать, этого невозможно не сделать, наверное, вот так правильно будет сказать. И у нас очень много направлений для развития, в том числе и наша конференция, да, которая проводится силами Института непрерывного образования.
Но я бы хотел, наверное, остановиться на 5 основных направлениях, в рамках которых вы можете развиваться, можете искать себя, находить обязательно себя, достигать каких-то результатов, пробовать, ошибаться и выигрывать. Самое главное – это, конечно, учебная деятельность. Мы образовательная организация, и мы здесь все обучаемся. И по учебной деятельности у нас проводится очень много олимпиад по направлениям подготовки, то есть по специальностям, да, на которые вы поступаете. И что самое главное сейчас, я думаю, это финансовая мотивация, которая есть. Стипендия по учебной деятельности, она самая высокая. У нас в университете повышенная академическая стипендия составляет на сегодняшний день 23 тысячи рублей. Второе направление – это научно-исследовательская часть. Почему? Потому что университет, наш Бурятский госуниверситет является, наверное, таким фундаментальным в этом плане, в развитии науки в нашем регионе, и не только. У нас даже официальный слоган 90-летия называется «У истоков науки и образования». Так вот, по научно-исследовательской части стипендия чуть поменьше, в размере 21 тысячи рублей. И, конечно, эта цифра варьируется всегда. Ну и далее 3 тоже интересных направления. Это спортивная деятельность. У нас в университете представлены такие, наверное, самые значимые, сильные сборные. Это сборная по волейболу, мужская и женская. Мужская сборная чемпиона России и открытой лиги волейбольной. Женская у нас чемпионы Дальнего Востока и призеры России. Также у нас баскетболисты есть, футболисты, которые стали чемпионами Республики Бурятия вот буквально в этом году. Есть направление универсального боя. Сейчас это модно, да, знаете, вы, наверное, смотрите такой контент, как Поп ММА в Ютубе. Вот эти вот ребята нарабатывают свою базу именно в этом направлении. Ну и огромное количество, вплоть до хоккея, бега на коньках, вольной борьбы, бокса, тайского бокса и так далее. И все это поддерживается университетом в размере повышенной стипендии. Далее это культурно-творческая деятельность. Она представлена тоже у нас многими коллективами. Это, в первую очередь, наверное, народный студенческий ансамбль «Байкальские волны», который в этом году будет праздновать свое 60-летие. Это этностудия «Аидон», это байкальские самоцветы, славянская группа. Там у нас подразделяется на 2 категории. Это танцевальная, это вокальная, где вам могут простроить академический вокал. Кто этим занимается, прекрасно понимает, о чем я говорю. Ну и следующее большое направление – это общественная деятельность. Общественная деятельность и волонтерство уже, наверное, сейчас можно так говорить. И здесь представлены тоже разные категории, разные сообщества по категориям. Есть у нас и добровольцы, волонтеры, кто помогает населению. Даже сейчас, в эти дни, в эту секунду наши ребята развозят лекарственные препараты, работают в колл-центрах, помогают пожилым и так далее. Да? Следующее направление – это студенческое самоуправление. Сюда входят у нас все сообщества, которые есть в университете. Это студенческая наука, студенческое научное общество. Это я даже, наверное, час бы, если уделил, я бы не рассказал полностью о всех наших общественных объединениях, которые есть в университете. Их более 25 штук по разным направлениям и категориям. Вот. И 3 направления, они поддерживаются также финансово. У ребят сейчас стипендия, повышенная стипендия, кто занимается этой общественной деятельностью, в размере 18 тысяч рублей. И это помимо социальной стипендии, которую можно оформить. И помимо, самое главное, поездок в рамках своей работы по тому или иному направлению, наши ребята могут ездить по России, даже в страны ближнего и дальнего зарубежья, проходить практику, проходить какие-то обмены опытом, академические обмены и так далее. То есть в этом плане очень интересно. На своем примере я скажу, что за свое студенчество я проехал всю Россию от Владивостока до Калининграда. Где я не был, я отправлял членов своей команды, своих соратников, своих друзей и о нашем университете и о студенчестве в этих городах точно знают. Вот. Поэтому я всех призываю почаще принимать участие в таких мероприятиях.
Если вы увидите аббревиатуру БГУ имени Доржи Банзарова, это знак качества, это знак того, что вы можете поступить и развиваться по абсолютно разным направлениям, и это будет поддерживаться в университете. Ну и, конечно, выпустить уже готовым, я бы не сказал специалистом, а готовым к взрослой жизни человеком, у которого уже состоялась картина мира, который знает, кто он такой, что он умеет, к чему ему стремиться, а у многих уже будет задел для того, чтобы двигаться дальше. И в завершении своего спича небольшого я бы хотел сказать огромное спасибо Марине Геннадьевне Цыреновой, которая проводит это мероприятие, за то, что нас пригласили, дали нам слово. Марина Геннадьевна, это, можно сказать, тоже мой учитель. Она работает на историческом факультете, и мы вместе работали и на выборах, и сейчас мы вместе работаем. И Марина Геннадьевна Цыреновна – это тоже определенный знак качества, поэтому я уверен, что у вас очень интересная площадка, очень интересная конференция идет. Ну, а подробно о студенческом самоуправлении, о главном студенческом органе, который называется Федерация студенческого самоуправления, который регулирует все студенческие движения внутри вуза, я бы хотел передать слово действующему председателю, моему соратнику Машееву Сергею Баировичу, студенту физико-технического факультета. Что ж, всем привет. Думаю, меня слышно, да? Я бы хотел, наверное, рассказать о Объединенном совете обучающихся. Это Федерация управления, где я являюсь председателем с прошлого года, до 21 сентября. Что можно рассказать про Федерацию управления? Что это главный структурный орган, который у нас есть в ВУЗе. Мы принимаем все, можно сказать, главные колоссальные мысли, которые есть у студенчества в целом. Федерация управления, она существует у нас с 2003 года, нам уже 19 лет, можно сказать. Основной задачей является у нас сохранение классических традиций университета и продвижение новых идейных проектов. Мы не только проводим мероприятия, которые проводятся из года в год, мы проводим очень большое, колоссальное количество мероприятий, мы также придумываем новые проекты, привозим их откуда-то и тому подобное. Вот, и мы проводим мероприятия, наверное, не только у себя в ВУЗе, мы, как и волонтеры, мы проводим их на республиканских уровнях, также мы выезжаем за пределы Республики Бурятия и проводим их на всероссийских уровнях. В 2018 году наша команда Федерации управления признавалась лучшим студенческим управлением России. Да, во всей России. Именно у нас в нашей команде есть 3 отдела. Это уже, наверное, такие ноу-хау. Это ивент-отдел, пиар-отдел и социальный отдел. Вот. Здесь можно, в принципе, прочитать, чему здесь можно научиться. Федерация управления – это постоянное развитие. Здесь мы обучаемся, развиваем свои лидерские качества, да, учимся говорить. Это ораторское мастерство. Мы здесь продаем. Мы продаем билеты на всякие мероприятия свои, которые мы сами же проводим. Здесь у нас, скорее всего, некое бизнес-мышление, управление проектами, которыми мы пытаемся научить всех, кто приходит в нашу команду. Наша команда состоит из 28 человек. Это у нас 2 представителя с каждого факультета, института или колледжа. Таковых у нас 14. Это у нас 7 институтов, 6 факультетов и 1 колледж. Вот. Да, так же, как до этого Анатолий Юрьевич рассказал, наверное, самое большое, что мы можем получить, это поездки. Да. У нас команда побывала в разных городах. Мы выезжаем на разные форумы, обучение, откуда мы привозим новые проекты, где мы получаем новые знания, где мы знакомимся со студентами из разных городов, даже, можно сказать, стран, это ближайшие страны к России. Вот.
Сам я лично бывал на российской студенческой весне, это в городе Пермь, 19 год. В 21 году ездил в Калининград. Это, можно сказать, самая европейская, какая там, западная часть России. Вот. Также я был в Санкт-Петербурге, в Москве, в Хабаровске, в Красноярске. Вот. Используя все приобретенные навыки, мы занимаемся организацией всех крупных студенческих мероприятий. Мы проводим такие мероприятия, как студенческая весна, мисс и мистер БГУ, кубок первокурсников. Он раньше назывался «Первый снег», сейчас он трансформировался под «Первый шаг». Первый шаг – это самое первое мероприятие, которое сталкиваются наши первокурсники. Это, можно назвать, проверка качеств первокурсников, которые поступили к нам в ВУЗ. И это мы узнаем потенциал, творческий потенциал наших первокурсников. Вот. Давайте мы вернемся к отделам. Напомню, да, у нас в Федерации есть 3 отдела. Это у нас ивент-отдел, пиар-отдел и социальный отдел. Ивент-отдел непосредственно занимается созданием и производством, можно сказать, самого мероприятия. Да, это создание афиши, названия, ну и в конце, в принципе, заканчивая награждением. Пиар-отдел, пиар и медиа-отдел, они занимаются ведением наших основных аккаунтов, да. ВКонтакте у нас около 8-9 тысяч подписчиков, в Инстаграме около 3 тысяч. Также у нас есть ТикТок, Фейсбук и Твиттер, можно сказать. Вот, это все дела ивент-отдела и пиар-отдела. Социальный отдел, у нас есть тоже такая большая нагрузка. Мы состоим во всех комиссиях, которые у нас есть в университете. Это комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное, комиссии по оказанию материальной помощи, также повышенная стипендия. Также везде наши члены сидят в комиссии и совместно с руководством, с администрацией нашего вуза принимают решения по защите интересов наших студентов. Также у нас есть большое количество партнеров. Это у нас Ассоциация студенческих объединений Республики Бурятия, Российский союз молодежи. Также мы сотрудничаем с администрацией города, с Министерством спорта и молодежной политики. И также Молодежной палаты при Лондонском городском совете депутатов. Вот. Ну и федеральное управление, это мы не только объединенный союз учащихся, мы за то время, которое мы здесь проводим, мы реализовываем свой потенциал, находим здесь поддержку, опору именно в Бурятском государственном университете. Здесь мы нашли себя и помогаем другим развиваться. Вот. Я думаю, если у ребят, у коллег есть какие-то вопросы, мы будем рады на них ответить. Всем спасибо за внимание. Так, пожалуйста, есть вопросы, ребята? Студентам. Угу. Так, спасибо большое. Вот это как раз из той области, что игровые технологии использования, да? Безусловно, конечно. Это помогает усвоивать наш материал. Мы говорили, коллега говорила, что очень мало времени. Нам дается 72 часа. Так, коллеги, есть вопросы? Коллеги, есть вопросы? Нет, все понятно. Так, ну хорошо, спасибо большое. Мы сегодня закончили с вами рабочий день, поэтому завтра я вас прошу подключиться в 10 часов. У нас будет ссылочка на Инстаграм, если кто не успеет зайти. И завтра мы продолжим нашу работу и подведем итоги сегодняшнего дня. Все, всем спасибо. Если есть какие-то замечания, предложения, мы ждем вас от вас реплики. Хорошо. Спасибо большое, Марина Геннадьевна.
Как обычно, очень насыщенный, интересный день. Как обычно, очень много новых открытий. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо, Да. что находите время, приходите на наши конференции, и мы завтра итоги все подведем. Спасибо большое, коллеги-учителя. Мы вам можем выдать свидетельство участника двухдневного семинара в рамках нашей конференции. Кому такие свидетельства нужны, пишите мне в личную почту или на ИНО-БСУ. Либо на исследователь 03 пишите. Мы вам выпишем, потому что и завтра мы будем, в принципе, объявлять, а потом вы или вам разошлем электронный, мы завтра с вами договоримся, как мы будем вручать призы и памятные подарки. Поэтому до завтра. Отдыхаем. Сегодня полноценный рабочий день мы отработали. Спасибо студентам за подробную информацию. Спасибо всем нашим лекторам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо, да. Витя, а завтра по этой же ссылке заходить, да? Да, по этой же ссылке заходите, только я говорю, у нас еще будет ссылочка в Инстаграм. Угу. Мы учтем сегодняшние проблемы. Угу. Хорошо.